Янников Василий Дмитриевич. Я председатель общественной организации Мордовский республиканский правозащитный центр. Сегодня 30 октября, день памяти жертв политического террора. Этот праздник был не праздник даже, а день поминовения был установлен по инициативе Кранида Любарского, который в 1974 году пребывал в 19-й колонии на территории мордовских лагерей, отбывал наказание за статью антисоветскую, и вместе с правозащитниками, находившимися в пермских лагерях, они решили именно вот 30 октября помянуть всех политзаключенных путем зажжения свечей, объявления голодовки. И только уже в конце перестройки Верховный Совет Российской Федерации узаконил этот день 30 октября как день памяти жертв политических репрессий. Вот сегодня впервые в нашей республике мы хотели провести конференцию, на которой рассмотреть вопросы о незаконно репрессированных, начиная с 30-х годов и кончая 50-ми. Вот. Но нам, к сожалению, не удалось по непонятным причинам. Поэтому вот сегодня мы вместе здесь с историком Сергеем Владимировичем Головановым вот на улице расскажем и несколько слов скажем о том, что это за день поминовения, каким образом он в Мордовии может отмечаться. Ну вот пока так. Я Сергей Голованов, историк. Несколько дней назад я побывал в Москве в музее ГУЛАГа. Это очень впечатляющий музей, после посещения которого 3 часа я не мог просто ничего делать. Просто 3 часа это сидел и думал о том, что там увидел. Это важная часть нашей истории. То есть существует официальная история, большая часть которой написана и известна. Но история ГУЛАГа, история политических репрессий – это тоже важная часть истории, которая была открыта относительно недавно только во время перестройки. И хотелось бы, чтобы у нас проводились конференции, где можно было бы узнать о том, как вот эти репрессии происходили на территории Мордовии. Уже издано много книг, возвращено много имен. Ну, пока, как считается в мемориале, официально известно только треть репрессированных, которые вот, то есть большая часть еще пока имен не открыта. Вот. И хотелось бы, чтобы эта часть истории вернулась в наше вот общественное пространство, что кроме вот истории строительства города, республики, истории значит, победы в войне, также была история, связанная с репрессией, чтобы понять, почему они происходили, как они повлияли на сегодняшних нас. Сергей Владимирович, а что вам вообще, как историку, известно о том, как у нас в Саранске, в Мордовии, с конца 80-х годов происходила вот работа общественных организаций по увековечению памяти репрессированных? Может быть, какие-то мероприятия проводились еще? Да, было много мероприятий. Например, в 90-м году была попытка создать местное отделение мемориала. И на собрание приходило много людей, но это люди в основном интересовались. Как бы они были не способны что-либо вот, ну, действительно предпринять, потому что никаких помещений не было. Ну, то есть просто потом периодически были митинги, на площади Победы совершались панихиды в честь, в память репрессированных. Вот. И были изданы книги на эту тему, и даже до сих пор их нужно продолжать изучать, чтобы вот вписать историю репрессий вообще во всю историю вот нашей местности. То есть, и, ну, что эта работа продолжается. Вот наше, поэтому сегодняшнее событие, что собралось там чуть больше 2 человек, оно тоже важно. Это как бы мы продолжаем путь, который начался еще в 89-90 году. Я хотел пару слов сказать о том, что сегодня в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади идет акция. Она уже не первый год
проходит. И если власти сначала пытались каким-то образом запрещать, в прошлом году даже сначала не разрешили, а потом все-таки эти читки проводились, то и сегодня там читают фамилии тех, кто был репрессирован, потому что таких десятки тысяч, это в Москве. И я думаю, не меньше как тысячи, это на территории Мордовии. Мы доживем до того времени, когда все эти фамилии будут обнародованы. И вот историки уже пытаются заниматься этим, находить родственников репрессированных. Поэтому здесь ничего особого нет. Более того, на той летней конференции, что мы проводили, мы выступили с инициативой об установлении памятника на месте проведения репрессий в Саранске, как территории столицы Мордовии. И тогда около этого памятника можно будет проводить подобные акции, проводить такие же читки, потому что память невинно замученных, она не должна утрачена быть. Вот мне повезло, я в этом году обзавелся хорошей библиотекой, около 50 томов из фонда Яковлева, в котором собраны все документы, в том числе 3 тома больших документов, связанных с репрессиями. Вот я даже сделал закладки, хотел сегодня огласить это. Ведь еще при Горбачеве в состав этой комиссии по реабилитации, это уже была 3-я комиссия, так сказать, 3-й этап реабилитации, вошли видные партийные деятели, 6 секретарей Центрального комитета партии во главе с Соломенцевым эта комиссия была. Вот. И они продолжали работать. Более того, я увидел хорошую записку одного из членов ГКЧП, последнего руководителя КГБ, который пишет: у нас, говорит, очень много работы по расследованию по статье 58.10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это антисоветская агитация. Давайте мы, говорит, всех реабилитируем чохом, потому что расследовать каждое дело – это очень тонко. В смысле, очень долго. Но вот я не знаю, не дошел, я еще посмотрел, на какой стадии этот документ обсуждался. Там было принято подобное постановление Центральным комитетом, или это уже дело не успели они принять ввиду того, что закончилась руководящая роль КПСС, и СССР приказал долго жить. Василий Дмитриевич, а если коротко сказать о такой страшной странице, что вам известно о том, как Мордовию коснулись вот большевистские, ленинско-сталинские репрессии? Ну, что касается конкретно Мордовии, я здесь не могу много сказать. Почему? Потому что я в Мордовии только живу с 1961 года. И по образованию я физик и юрист, а не историк, поэтому я не копался ни в архивах, поэтому подробно ничего не могу сказать. Но мы уже сегодня с историками обсуждали этот вопрос, и я думаю, это дело сдвинется с мертвой точки, историки активно займутся и будут писать книги не только, как известный наш историк Владимир Абрамов, который написал по репрессированным эстонцам книгу и уже издает ее, то будет написана книга и по всем репрессированным, тем, кто был в Мордовии репрессирован, и будут изданы книги. Надькин, в том числе Тимофей Дмитриевич, издал несколько своих книг о коллективизации, раскулачивании. Как раз сейчас осенью, вот так называемая юбилейная дата, когда было принято решение осенью 29 года о начале сплошной коллективизации по всей стране, что выразилось вот в разрушении миллионов семей и поломали судьбы многим десяткам миллионов семей. Сергей Владимирович, а вот как вы считаете, насколько важно, допустим, чтобы, может быть, в следующем году на мероприятии возвращения имен в Саранске, в Мордовии, люди приходили с цветами или с поминальными свечами, насколько это важно для общественного развития? Ну, это важно. Дело в том, что когда летом проходила такая небольшая конференция на тему памяти репрессий, где выступал Владимир Кузьмич Абрамов, я потом поместил об этом сообщение, я получил несколько писем, оказалось, что много людей, которые хотели бы на такую конференцию прийти, потому что вот тема репрессий, она интересует, потому что такая важная часть нашей истории. И поэтому самое лучшее, если бы был какой-то памятник в Саранске, тогда можно было бы в этот день просто купить цветы, прийти, положить или поставить свечу. Это
потому что это день 30 октября, это важная веха, а для Мордовии она важна тем, потому что это вообще этот день, по сути дела, зародился на территории нашей республики. То есть праздник, который 74-й год. Да, который празднуется по всей России, он, в принципе, зародился у нас из-за событий, произошедших в Мордовии. И вот обоим вопрос. Как вам кажется, было бы хорошо, чтобы вообще вот этот день, он проводился имел общерегиональный масштаб, чтобы это, наоборот, было мероприятие объединяющее и власть, и разные общественные организации, и чтобы на мероприятии выступало представители руководства страны, чтобы показать, что это как часть нашего общего общества, так же, как и победа в войне и другие объединяющие народ праздники, также и память о невинно пострадавших, потому что консенсус по поводу отношения к этому, он в принципе в разговорах, он есть среди всех общественных групп общества, но все равно вот как мероприятие мы до сих пор, получается, в республике стесняемся проводить, хотя во многих республиках и главы республик выступают и так далее. Я верю в это. Правда, не знаю, когда это осуществится, но смысл-то в том, что именно власть в лице Верховного Совета РСФСР учредила этот день памяти 30 октября, и я полагаю, что власть обязана просто прислушаться к тому, чтобы этот день памяти отмечать соответственно. Ну, я тоже думаю, что было бы хорошо, чтобы, если бы в этот день было официальное мероприятие, на которое можно было бы прийти и так послушать, и было бы куда возложить цветы. Василий Дмитриевич Гусляников, Сергей Владимирович Голованов. День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, Саранск, Республика Мордовия, Россия.